То есть для того, чтобы все покупать и продавать, должно быть что-то одно непродажное. Да? Вот Клайв Льюис однажды сказал, что вот если мы стоим, смотрим в окно, да, и видим там деревья в саду, да, то почему мы видим деревья в саду? Потому что окно прозрачное, а деревья непрозрачные. Если бы деревья были тоже прозрачными, мы ничего не увидели, да. Вот либерализм предполагает, что все продажно, потому что есть что-то одно непродажное, а непродажное – это личность человека. Личность человека должна быть свободной. Без свободы личности человека невозможно рыночные отношения. Рынок свободу предполагает. Ты приходишь на базар, что хочешь, то и выбираешь. А если тебе говорят, ты это не должен покупать, я это не должен, это же не рынок, да. Это уже не рынок. Но все остальное продажное, в том числе земля. А вот для крестьян не личность человека была, так сказать, высшей ценностью, такой святыней. Да, потому что крестьянин, он человек-коллективист. Для него, так сказать, отдельный индивид значит гораздо меньше, чем коллектив на самом-то деле, да, если вдуматься. Но для него земля это высшая ценность. Земля это то, что его кормит, да. И вот это особого рода экономика, которая и особого рода жизнечувствование, особого рода жизнеустройство, как говорил Карл Мурза, да, которое построено на моральных ценностях, не рыночных моральных ценностях.